Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Приветствуем всех вас, кто сегодня подключился к нам. И сегодня, ровно как 5 лет назад, в это же время, мы тоже собирались в историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия для того, чтобы вспомнить в день 75-летия Светланы Ефимовны Николаевой о ней и, конечно же, обменяться мнениями, и много-много добрых слов тогда было сказано. Сегодняшний круглый стол также посвящен 80-летию со дня рождения нашей Светланы Ефимовны. И сегодня мы говорим о том, что Светлана Ефимовна была видным государственным и общественным деятелем. Она заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, обладатель почетного знака имени Софьи Петровны Сидоровой, является одной из ярких представительниц якутского народа. Здесь и в этом зале и подключились к нам по Zoom в онлайн-формате все те, кто был всегда рядом со Светланой Ефимовной, работал вместе и, конечно же, сохраняет в своем сердце память о ней, как о прекрасной женщине, подруге и, конечно же, наставнике и учителю. Сегодня, в этот день, конечно, общественность республики вспоминает о ней, и это, хотелось бы сказать, что это не только представители женского движения, но и многих-многих отраслей народного хозяйства, но и не только они, но это вся основная часть нашего населения. Это и ветераны, это и пенсионеры, это и домохозяйки, многодетные мамы и многие-многие люди, с которыми Светлана Ефимовна общалась, и, конечно же, она оставила след в их жизни. И с таким вступительным словом разрешите начать наш круглый стол. Сейчас представляем вам литературную композицию, подготовленную Саха-Якутским драматическим театром имени Платона Алексеевича Айрыкова. Норот айымнета ситемин бұспаққа қайысқалара келер кенчәрі чаккан еріліктәқ. Өбігелер бет үйелер тұқары мұннығыт бастың опыттара. Норот олыққа философията үйретілен бейгі сайдар бұтығар, күннәғы лоқ бұтығар көмілі өқтәқ. Андойды сынатығар, сақа театра, құдығынюктар бұд, ұсыран айымнені толыратшылар бұд, тойықсыттар бұд, қомышшыттар бұд, норот мастардара, кенелер үлелері тақсылары қолабыр болуқтарын сөп. Қотығы нороттар кинематографияларын тәрейі, национальный культура баппыруға келімсетік бағарылынады. Кепсетіні сұруйда Анна Зверева. Эдер коммунистка хыттыгынчы 909 сыл олуну сүйбағыз күні. Жақтар қамсағына бұқатын атын үрдік тахыңға тағыста. Саха жақталлара белилерінен, көрүйлерінен, толкуйдарынан антойды тахымығар дағаны үлелер қықтаннылар. Эдер көлуіне общественник жақталларға бағарар бағам дейін Джон Серге ортотугар сылжарға жолуғын, норуоту кытары сетемнетен бұхымаң дейін. Анығы үйе жона тұғу сетихияқтаяқтарын, туаққа жылуақтақтарын чөпчу анарар боланнар. Олам тұз бәлерін, интерестерін, соруқтарын еннекі күйіңе тұтар болан ехелдер. Ол әрі ән төхеді өйдіқ, білейләқ, жағаллақ бол. Көннері жон тұғынан тыңырын, тұғу ағырын, таңнарын білбет боллақына, кем дағыны әйген томыз тұтты осуаға. Нұтчалы наға чүге справедливостен өйді біл бар. Лидер кеге қаннық бағарар жиялаға, бұғыға майқыға, сет өйді білі сымсаппат тұғығар оқсы хуақтақ, собастақтық сығаннағықтақ. Отчығыры үлі сынабыллақ, онна түбіктердәк болуға. Кепсетте Аита Шапошникова Далбар Хотун Сурунал Бастакы нөмірі 2-5 сыл.
Оғоно ытчаты ити олық қорук тымыр бапроғынан болар. Оғоно жияға уаққа, осколаға, личность бұғытынан көрін, кені айылқаттан берілі жоғырын болан сайынларан, бұ сірге кәлбет аналын толырырын сетихектәқ бет. Борты дойдуға қас бірді кеге аналлақ, ұяқтақ кәлердені жең жақчы етеғайдым. Онны кеге сатан алтығыта, итәғәлі барыта жаяллар, астрологиялын себе-сәме сабыдылыр. Кәпсетте Галина Нельбисова сақа сәрі қағыт 2-6 сыл олынны үй үхіс күді. Сақа сәрін культуратын онна искусстватын сайдыйтын сола, бұ республика бүттүүнін кытары бәйіні үбілені, онна бәйіні салайыны сола. Бұ республикаға олырар бары народтар, онна народнастыр национальный программаларын аттарын оңыру, онна олыққа келдері. Олықтақ ресурсылар соттарғар культура онна искусство сайдыйтын фондын тәрейі, онуға союзка бас берінер, министерствалар онна ведомствалар көғіләхінлері, онна көмелер күйтілдер. Кәпсетіні сұруйда Анна Зверева, әдер коммунист қағыт 1990 сыл олынны хүрбағыз күні. Оғыны үтчәті ити олық қорук тымыр бапоруғынан болар. Оғыны жеға уаққа, осколаға личнес бұғытынан көрін, кені айылғаттан берілі бет жоғырын болан сайыннаран, бұ серге кәлбет аналын толырын стияқтақ бет. Бұ ортодойдуға қас бейді ке аналлақ, ұяқтақ кәлердені жин чақчы итағайдым. Онна кеге сатан алтығыта, итағаля барыта жаяллар, астрологиялын сибәс әме сабыдылдыр. Кәпсетте Галина Нельбисова сақа сірә қағыт 2-6 сыл олынны үс күне. Уважаемые участники круглого стола, мы услышали прекрасные слова, которые когда-то Светлана Ефимовна озвучила во время интервью в различное время. Действительно прекрасные и очень глубокие слова, которые были и сказаны. Сегодня, прежде чем продолжить, я все-таки хотела бы сказать о том, что сегодняшние мероприятия, посвященные 80-летию Светланы Ефимовны Николаевой, были подготовлены Министерством культуры и духовного развития нашей республики во главе с Юрием Степановичем Куприяновым. И хочу от имени всех нас поблагодарить за эту работу, потому что сегодня нам предоставлена широкая возможность вспомнить о нашей дорогой Светлане Ефимовне. Светлану Ефимовну помнят не только помнит общественность нашей республики, которая проживает в Якутии, но и те, кто в разное время, достаточно продолжительное время работал вместе с ней, находился рядом и, конечно же, постоянно общался с ней. И сейчас я хочу с большим удовольствием сказать о том, что к нам подключилась Елена Юрьевна Алексеева, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что она работала в нашей республике и заместителем председателя комитета по делам семьи и детства, была первым заместителем председателя Государственного собрания Автономной Республики Саха-Якутия. И давайте сейчас предоставим ей слово. Видимо, техническая возможность пока нам предоставила возможность услышать ее, но я думаю, что в течение нашего круглого стола мы все равно услышим ее выступление. Для каждого человека очень дорога его родина, те места, где он жил, учился, вырос.
Корни Светланы Ефимовны из прекрасной, воспетой в песнях Амгинского улуса, с берегов красавицы реки Амги. Она считала Амгу своей родиной. И сегодня с нами принимают участие в работе круглого стола ее, то есть представители Амгинского улуса. Я хочу предоставить слово Садгалане Васильевне Борисовой, заместителю главы муниципального района Амгинский район. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте, участники Здравствуйте. стола. Меня слышно, да? Хорошо? Очень хорошо слышно. Ага, спасибо. Во-первых, сегодня очень такой примечательный, хороший день. Сегодня мы отмечаем 80-летие нашего глубоко уважаемого человека Светланы Ефимовны Николаевой. Я ее хорошо знала. Она, когда я работала главой Битюнского наслега, заместителем до этого, выезжала много раз. И выезжала она не одна. Она была всегда в команде, с командой таких замечательных женщин. Я очень хорошо помню Прасковью Павловну Федорову, Анну Звереву. Она выезжала командой вместе с Оксаной Викторовной Новгородовой, с ее сестрой Анной Викторовной, да. И, в общем, в команде было очень много женщин, таких знаменитых, известных и хорошо известных нашему народу. Сегодня мы в честь ее 80-летия провели круглый стол у себя тоже в Амгинском районе, приняли участие наслега, работники культуры, представители женсоветов и также администрации муниципальных образований нашего улуса. После круглого стола мы вышли и возложили цветы, гвоздики у мемориальной доски Светланы Ефимовны Николаевой, которая эта доска висит в здании Амгинского лицея. Раньше этот лицей был райкомолом, и где она начала свою деятельность. Сегодня очень хорошо ее вспоминали и также еще поздравляли со столетием комсомола в Республике Саха-Якутия, да, и потому что, будучи она партийным работником, начала свою деятельность с комсомольским лидером. Также сегодня с 2 часов, да, в селе Битюнь, где она родом, имеется сквер, открылся сквер матери имени Светланы Николаевой, и в этом сквере имеется скамейка имени Светланы Николаевой. Также мы планируем, будет бюст Светланы Ефимовны, и тогда этот сквер станет еще краше. Этот сквер матери, да, посвящен, поэтому там имеется очень много таких скамеек, посвященные Прасковье Ивановне Емельяновой, матерям-героям, героиням. И также и поставили скамейку наши земляки Битюнского наслега, посвященной Катерине Ивановой, тоже известной известной Алан-Хасуту. Такие сегодня мероприятия прошли. И я сейчас немножко хочу рассказать про ее отца, Ефим Петрович Николаев, родом с села Битюнь. Он родился в селе Битюнь и вырос там, и после его учебы там в Москве, после работы в городе Якутске, он по состоянию здоровья переехал в селе Битюнь, и они начали у нас в Битюне строить партийную деятельность, да, и потом построили еще самое первое избу балаган, читальня. И с этой избы, читальни у нас в Битюне начинается
рост, да, вот образование, культура, все это берет начало с этой избы читальни. Поэтому имеется большая такая заслуга Ефима Петровича, наши земляки все помнят. Поэтому в 2000 году улицу Кирова переименовали на улицу Ефима Николаева. На этой улице сейчас проживает более 50 семей. Иван Никитич Корякин, наш Иван Битюнский писатель известный, тоже проживает на этой улице. Аграфена Егоровна Сутакова, вот, которая в Москве получала орден 4 степени, а тоже она проживает на этой улице, мать героини 10 детей. Вот. Ну, в общем, так. И еще раз поздравляю с 80-летием Светланы Ефимовны, и мы все помним, очень хорошо помним и чтим ее память. Спасибо. Спасибо, Светлана Васильевна. Действительно, Светлана Ефимовна всегда с большой любовью рассказывала о своих родителях и о том, что его отец в те годы, когда они приехали в Битюн, работал в клубе. И вот то, что вы говорите, действительно, это был центром просвещения населения села Битюнь. И очень, вот мне всегда запомнилось то, как она говорила о том, что отец всегда говорил о том, что моя дочь, наверное, будет большим руководителем. И всегда учил ее выступать. И стул ставил так, как это самое кафедру, и Светлана Ефимовна всегда читала передовицу газеты «Правда». И вот действительно те навыки, которые были заложены отцом в ее детстве, наверное, в последующем дали вот как бы пожелание или мечту отца она исполнила по жизни. Спасибо большое. Ну и, конечно же, если мы говорим по Амгинскому улусу, то я хочу еще предоставить слово ее землячке Марии Егоровне Старостиной, руководителю общественной организации «Самарсун Тымсюта». Пожалуйста. Темин хакалыхан раун нучалы тох сейн харан кебием ананта тохтен биги Светлана Ефимовна тон олох урут эдерхеджен комсомолга үлелен кене ол хагаттан онна жекерген ого отделтан тохтан организация терилтериттен хагалан онда бирге үлелесипит аммал угар бихонно олорор тибит самурсын нехилегер мен онно холоброл жакталар хеветтергер үлелиретим эннегенен жаха хүддах үлени теретибит оннотан бу долгымын хаятым Осынан Светлана Ефимовна бу ытыллар бүгүнгү терехиңе ыңырылдан келен бу маннык хайырбытан хайырабын оны долгыябын. Тоғдетіқіне Светлана Ефимовнаны биһиги ама төрә боламыт олақ эдереттен билебит. Хүддәк тоқ энергичнай бартыгар тоқ. Оны хама жүй олақ кеға искид бәк наха жүй сыйыннақ. Онда өлебітерден мүгәте оны бұлланы тох онлукча үлеләмит биги жактар комитет үлеләмит хүддәт багылыны таратыбит ол кордо холбра деревне эгер биги сүрүн үлебит дигәннәр тох ырахан олохтах жекер кеттер кетте үле онна хоморсунга биги эти тох отдел материнство и детство дена аганулете хеджутемин. Очолорга бем замны ретим хоббиячы голова этим он параллельно ол комитеты ката очолорга Матрена Ивановна Матрена Ксения Барашкова инсалалталак Устина Марфа Николаевна женсовет там матука. Ол она жахаюлени иртебет тоотиха Рахан олохтах биле ихерахир олордах эжонордах ыл бар буллади олорго көмөк көрдүк тиеми кулубара ыйга икките тиеми жээлерин көрөн истен барамыт онны же каямыт жээлерин суян таран испескелен аны тоонан тох кете хасына хайнардар денер демит агалан то курусса хас коттосколордон оны күнүк дахай үлени итеретибит очулга Анастасия
Николаевна, Зоя Васильевна, бары бирге ләпі тока мені буден рахат баку. Ол очолорга Анастасия Николаевна итен благодарственность рук, он шарфик. Еще и вайджиннах шарфик. Тохл бербиттара. Иннегенен ол онну күлелиретибит, онну боллата иннегенен холобра тардыналлар этеп, бихол жек гарахан турктак оголор көмө контрол, онну гүрдән барын көмөлөр этибит. Онну же көмөлөр бараллар эте холобра даяркалар хобияхан, жактар күнүгер индебит көрдүк, оннотан рахный выставкалар, жакталар толоргар семинардар, конференциялар, мана тоха республиканская, тоха ярмаркага кирен жекерген кайта кайстын сайыннарыга денге бедерин олбу продукция нагалан манна атылахынга кытыннаран очолга Михаил Ефимович тох президент онна киремит жакыттамы кепсен хебекки болун ол үрүң ас болун онна кыттамы жа семьянары келдерен олар местелехен тахан тохто йөрү болар этибит те оннан хаме туга жөнөтөн жөнөтөтөр үле боллайды батта үшөйдүк байлыттык атын байлыт олар үшөйдүк олорлорга кете кайсыханнаралдарга урутон ниттенетер кете кайсты сөйлөк болун энолаты хаты сире туруктах ол онон же туттаран онон ахан сен колобролор рисбит онны болатын эти снежный десанттар ден Колбара ытыктанар хиддерге кыттыхар тебейт баран. Осайнын жақтар хамсахына онна жекергенге үле жахатык очолорга барар етеден. Енді аны хүдді жөй өйді қалан. Бұл Светлана Ефимовна бігіне амматтан барынхин бігіге өсі бір туы хепті. Олақ әпетнесті онна өйір болақ бітті. Оны бары дағана чолығы кечін хады чөй сығаннақ. Эбиттер. Бу общественный үйленен жарыктын хажар болдак деп тоқта туга хакап. Ол онно же хүддан келенне конференция тан көрсен даже таханнар белере деревне хаджанин. Очо онну курдук үлелеген аспыт. Дена тети долгое нахай. Тоннук багылга ди. Оннотан биле хаңар батак биттарата тох. Короче, ол хепте, онну ити Бихине мен холбора комсомол, мен холбора хеттон бис лаха комсомолга китбитим. Ол онтан ола комсомол итен бу билингәңгәле бихи тохпутун тута хаҗабытала. Кандыкта вала билин тимсүләргә хаҗама. Холборын әйгә осыштан тимсү хаҗутым. Айыл ханнарга билин амма тимсүтер керен тиләләр. Хата сылдар астактыр дибатта. Ол онлык стимул очылыгы ләбит тохпут стимул бу билин ңеде бары бихине Allah hayır. Ona bu bilinuli hicer Valentina Vasilyevna la koruki. Allah prosta Ivanovna la koruki na astnar. Onunca maqtal bolun ona yubileynen Svetlana Ефимовна ağon sahnan barakatin adalibit kinni taltahan aspıt bolamıt naha ürebit ondan ken tuttabıtacağız. Мақтал, Мария Егоровна, кәдегі тен үлеләбет өңіні кәпсәгі сылларын ан бастан бір республика бұтыр 1909 сыллаққа республика бастықы президенті Михаил Ефимович Николаев Орчыларға бұдегі Анастасия Николаевна бәті манна бар, ол тұғынан кәпсеға, ол комитет үлетемейінен ұтылды бұтылыға общественный күтінлар егі ұтылды бұт ұтымнақ, онына хүрдәк тағарылақ үлі тұғынан етен хүрдәк чейді кәпсәтің. Күдік Светлана Ефимовна бәті дағаны өрі опсынан етәчі кейі құлы бұрғыр дөбәміне көрін әдден. Иннегенен була кини жоңго эйгас агас сыгына күдик таганы этени терин күрдик кен настроениялы акты күлелиригер курутун болгомтого хаджарың өссө даганы үлелиргер эңяка этени терин күрдик стимул берер болан этини күле кен далаһын актык общественный хыкытта этинник ытылды бута. Ононче үтү тылларгар онно чотоо кемнери этинник истеңник хананас быккар мактал тылларын кердебин. А теперь, пожалуйста, песня. Выступает солист государственного вокального ансамбля «Туймада», заслуженный артист Республики Саха-Якутия Эдуард Баланов. Пожалуйста.
знакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно. Юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно. Юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Every time мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, что тебя на земле не теряли. Постарайся тебя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно. Юность ушедшая тоже бессмертна. небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. Юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в
тебя. Сибирьден Аллах ахабын көңілі гран келгеден сақым сірі барақсы. Спасибо большое за прекрасные песни. Две песни, которые прозвучали в исполнении Эдуарда Баланова, действительно отражают судьбу нашей Светланы Ефимовны. Во-первых, она очень любила свою Якутию, ее народ, и делала многое для развития нашей республики. Ну и, конечно же, то, что ничто на земле не проходит бесследно, это действительно так. И даже то, что на сегодняшний день все те женщины, которые работали в разные времена со Светланой Ефимовной, общались, сегодня трудятся во многих отраслях и на разных уровнях. И она всегда говорила, где бы, кто бы, где бы появился вне пределов республики, на уровне, пускай Москвы, за рубежом, они всегда дают людям понять,
о Якутии и, конечно же, достойно представляют свою родную республику везде. И я с большим удовольствием хотела бы попросить Сардану Владимировну Авксентьеву, депутата Государственной Думы Российской Федерации, тоже поделиться своими воспоминаниями. Мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте все. Очень рада вас видеть. Мгм. И вот современная жизнь, она такая, что вот мы даже находясь на больших расстояниях друг от друга, можем собраться вместе, чтобы вспомнить и отметить замечательный юбилей такого светлого человека, нашей Светланы Ефимовны Николаевой. Валентина Ивановна совершенно правильно сказала, что через душу, через сердце, через добрые руки нашей Светланы Ефимовны прошло очень-очень много человеческих судеб, жизней, людей и особенно молодежи. И я отношу себя к тем людям, которые гордятся своим знакомством с Светланой Ефимовной. Я, например, лично считаю большим счастьем для себя, что у меня была такая возможность работать, трудиться рядом со Светланой Ефимовной. Мы долгое время работали с ней вместе в команде Виталия Николаевича Басыгысова, депутата Государственной Думы. И я думаю, что в моей судьбе, в моей жизни появление этих замечательных людей было не случайно. Ну и, конечно, будучи в одном кабинете, мы со Светланой Ефимовной очень много разговаривали. Я сейчас, когда мне уже самой за 50 лет, понимаю, насколько ценны для меня были ее советы, ее жизненные наставления. Но вы все знаете, каким она была человеком, удивительно добрым, мягким и всегда как-то, вот вы знаете, о людях. И несмотря на те высокие должности, которые она занимала, будучи очень большим, крупным руководителем нашей республики, вот эта жизненная простота, женская мудрость и очень доброе сердце, конечно, они подкупали всех, и вокруг нее всегда крутилось очень много людей, вертелась жизнь, двери ее никогда не закрывались. Благодаря Светлане Ефимовне я познакомилась с очень большим количеством замечательных людей. И, конечно, познакомилась с ее семьей, которых я сейчас тоже очень рада видеть. Я стараюсь поддерживать с ребятами связь. Меня очень интересует, как растет маленькая Светлана Ефимовна Николаева, вот, потому что, носить такое имя, я думаю, что это, конечно, это большое счастье и большая ответственность. Поэтому для нас, для всех женщин Якутии, которые идут за Светланой Ефимовной, ее имя – это ориентир, это наша, не побоюсь громких слов, путеводная звезда. И сейчас вот буквально через несколько минут я захожу вместе с остальными депутатами на первое чтение бюджета нашей страны. И я думаю, что вот наша с вами встреча в преддверии такого большого решения для страны, как бюджет, вот, связанное с именем Светланы Ефимовны, это не случайно. Я по-новому сейчас еще раз услышала мою тоже любимую песню «Сахам Сире», и вот наполненная этими мыслями, светлыми воспоминаниями о нашей Светлане Ефимовне, я буду заходить в зал и голосовать так, как мне подсказывает мое сердце и моя совесть. Поэтому я вас всех еще раз приветствую. И замечательно, что имена таких людей с нами в нашей истории, в наших сердцах, в наших умах. Спасибо большое, всех поздравляю. Спасибо большое, Сардана Владимировна, и от имени всех участников нашего круглого стола, не только в этом зале, но и тех, кто подключились, мы желаем вам успешной работы. Действительно, это такой высокий уровень ответственности, на котором находится якутская женщина. Мы гордимся вами и желаем успехов. Спасибо вам большое. А теперь давайте еще раз попробуем подключить Елену Юрьевну. Добрый день, уважаемые участники круглого стола, дорогие земляки. Добрый день, родные и близкие Светланы Ефимовны Николаевой. Сегодня мы отмечаем 80 лет со дня ее рождения. Я хотела бы прежде всего отметить ее значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики, в становление гражданского общества, в реализацию семейной, демографической,
социальной политики, в социальную защиту населения, в сохранение обычаев, традиций, культуры народов Республики Саха-Якутия. Многие 90-е годы Светлана Ефимовна возглавляла самую крупную общественную организацию «Союз женских организаций Республики Саха-Якутия», а затем стала почетным председателем Союза. При ее активном участии были проведены съезды женщин Якутии, а в итоговые документы были положены ее чаяния, ее надежды, ее предложения по улучшению положения женщин в Республике Саха-Якутия, по развитию женского движения, по формированию здорового образа жизни. Работая в Комитете по делам семьи и детства при президенте Республики Саха-Якутия, я часто встречалась со Светланой Ефимовной Николаевой, и ее советы, ее рекомендации были положены и в концепцию семейной демографической политики, и в реализацию доктрины здорового образа жизни, и в профилактику социального сиротства. Мы встречались со Светланой Ефимовной на заседаниях комиссии по помилованию, и ее принципиальность, порядочность, честность помогали принимать взвешенные решения при помиловании осужденных. Я бы хотела отметить, что Светлана Ефимовна внесла вклад в становление Общественной палаты республики, и она являлась наставницей многих руководителей республики, наставницей лидеров женского движения. Светлая память о Светлане Ефимовне Николаевой сохраняется долгие годы, и я всегда добрым словом, с теплотой вспоминаю о Светлане Ефимовне Николаевой. Спасибо большое, Елена Юрьевна. Действительно, прекрасные слова, которые сказаны вами, говорят о вашей дружбе, о вашей любви к Светлане Ефимовне. И, конечно, она достойна этого. Елена Юрьевна, мы вас любим, мы вас уважаем и всегда рады, что вы всегда вместе с нами. Успехов вам, здоровья! Уважаемые участники круглого стола, мы услышали наших подруг, наших женщин из Москвы и Санкт-Петербурга. Также мы ожидаем выступления и Юлии Анатольевны Песковской, она тоже должна подключиться. Ну и, конечно же, ждем. Как Елена Юрьевна сказала, Светлана Ефимовна внесла весомый вклад в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие нашей республики. Светлана Ефимовна в 1986-1990 годах работала министром культуры республики. Будучи министром культуры, она внесла большой вклад в укрепление организационной работы, подготовку кадров и налаживание деловых контактов. Под ее непосредственным началом активно продвигалось строительство музыкального училища, организовывались и объединялись сельские культурные комплексы. Укреплялась работа агитационно-культурных бригад, на которые в 80-е годы была возложена основная задача по социально-культурному обслуживанию районов Крайнего Севера. Это оленеводы, охотники и рыболовы. К началу 90-х годов в республике существовало порядка 60 таких агитбригад, большая часть из которых работала по воздуху, то есть мы могли только самолетом долететь. Сегодня у нас здесь в историческом зале ее коллеги, которые многие годы, в те далекие годы, вместе работали с ней. И я хочу предоставить слово Маргарите Владимировне Васильевой, заместителю директора Государственного театра оперы и балета имени Сорен Амуллана. Пожалуйста. Добрый день, участники круглого стола. Светлану Ефимовну Николаеву я, конечно, лично знала.
мне кажется, в истории Якутии она была единственной женщиной министром культуры, по-моему, в истории Якутии, да? И ее вклад в культуру и искусство нашей республики, конечно, несомненно, значителен. И она работала в очень сложный период, потому что это был вообще период реформ в стране в целом. Это были годы перестройки. И министром культуры она была назначена после работы в обкоме партии областного комитета КПСС. И я ее помню всегда очень внимательной, интеллигентной, очень красивой женщиной. Она всегда была очень скромная, подтянутая. И в нашем театре в те годы, наш театр тогда был музыкальным театром, и проходили очень большие премьеры, современные и классические оперы, балеты, национальные спектакли, постановках известных режиссеров. И некоторые спектакли в те времена ставили именно на голоса наших оперных звезд, например, Семена Конешникова, Онегины Ильиной и других. В то время на сцене блистали Иван Степанов, Марина Попова, Александр Самсонов. В балете выступали Анатолий Ултургашев, Клавдия Иванова, Ирина Борисова, Ирина Пудова. И тогда еще на сцене пела Валентина Колодезникова. Все они заслуженные артисты республики и Российской Федерации были. Валентина Колодезникова, конечно, в будущем она сейчас вот легендарный педагог наших вокалистов, которые сегодня блистают на сцене. Потом, значит, хочется сказать, что в годы ее правления Министерством культуры наш театр выезжал в Амурскую область с большими гастролями, Иркутскую, Магаданскую области, Хабаровский край. И в 90-м году состоялись самые первые гастроли, да, нашего балета за границей, это по городам Китая. Это впервые было в истории нашего театра. Большие гастроли балета за границей. И в 90-м году началось фестивальное движение театра. И первый раз мы делали фестиваль балета «Северный дивертисмент». Вы, наверное, все помните, да? И на нашей сцене там блистали мастера советского еще тогда балета. В заключение хотелось бы сказать, что все эти направления творческой деятельности Якутского музыкального театра дали яркие всходы уже вот в те годы. И наш театр тогда получил статус театра оперы балета. И все это было заложено в тот период, когда министром культуры была Светлана Ефимовна, когда она значимо поддерживала музыкальный театр и все наши проекты. Спасибо ей большое, мы всегда ее помним. Если мы человека помним, то память ее всегда жива в наших сердцах. Спасибо. Спасибо, Маргарита Владимировна. Действительно, те слова, которые я вот говорила перед тем, как вам передать слово, вот как раз подтверждают то, что было в те годы сделано Светланой Ефимовной. Она всегда отдавалась тому делу, которым занималась полностью. Ну и, конечно же, у Святослава Павловича Григорьева, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, есть тоже о чем сегодня вспомнить. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Это вы Сахалы Кефтететюхи.
Мен Светлана Ефимовна кытта икки төгөллән кини салалтатынан үлелир жолламмутум. Бастакытынан мен бүлүгө культура отделин хебедесин үлер таппанда министр болбута. Келдапы даятын кинеха багадыбытта курук кийрен көрсен кепсетен сөбама ылан очолорго биги тиесерин клубтарын материальный технической базасын бөгөргөтүүгө токто хүрдах элдах үленип бите. О көрдүгөл биги очотого кемге характан көрбөтөк саңа бу звукосилизм аппаратурунан токтаны ырак тейлер бутун кытта хати буппут. Туган ол культура диелерин өрөмөйүнө тутуута ден олтугунан эседе барылыбат. Онто иккихин аны билүүгө мне социальный коммерческое управление начального допуна. Аны кини социальный коммерческое министерство тиге сол биячына келди. Онда да андастан онна Александр Константинович министрге приемы кабиттер. Светлана Ефимовна бейтинен киллерен бу мигин билиннерен. Сонно мен де тутум үддән турабын. Светлана Ефимовна бу мигин Александр Константиновичке билиннерергер демократ дебеттен токтогдан доллардан турабын. Онда да мен бирдикте түөлтене кепсим Светлана Ефимовна кетте хэл бүптер. Төчө толсу хыллакка кене ресурсыр Верховный Хеветигер депутатка кандидаттан туран бияха мен халбакыт денсилге парком секретарь Люлот топуна көрсөтийди. Оны бүлүү көрсөттөн онтан такса көстөк бәм төрүт тойдуар мастах денсилге балагачы хагын десендиринен тагыстыбыт. Угунаян огунуттан кепсесет нефсетен холу баккабет ол хагынга жогохан истапетне ити саас мусустыры кетеду. Арай хагынтан бир көскеріңе болу. Күрел хомустақ тен күрел төветінен киен істапетіне. Әміске инвитінен олақ бұғытын чуағынан масығын чулда тариясыған тоқты хүрді олақан бұр таяқ күрел декеттен солы бұғытын асты. Оңла жауып bu öteğinden ötek çekki ağayakta üktünden hasta. O soğuyu baba bolubut, yürüyü de baba bolubut. Mina toğlayın diğer altı etteli hıl ba oriyonmun karida meni karibata meni okunan bayıtın. Nük tüvelteğe kahanda tüvehen kuruluk ben. Ona Svetlana Efimovna bu en yaka anan doydum kırdırdı diyemin. Okunan yürüyü kötü olan ayanna pıt onu Kittik tağını bu Svetlana Efimовнаға ayılға tağını bu beytin bayın, beytin kığın, beytin tuğun kördüreki onluk kini aydarılaq kehikelen beyini kıtta olaran, beyini salayan bu sağatın durutugar iş süretten sulus balan astı. Спасибо. Спасибо за прекрасные слова и воспоминания. Да, действительно, среди работников культуры есть много тех, кто сегодня с большой благодарностью и любовью вспоминает о ней. И среди них, конечно же, наша Татьяна Афанасьевна Гоголева, но она не только, скажем, вместе работала, но она была близким человеком ее семьи, другом семьи. И по сей день она поддерживает очень тесные связи с детьми Светланы Ефимовны. Пожалуйста, вам, Татьяна Афанасьевна, слово. Сахам сирин үтө жоно бүгүн манны төгөлүк остолго мустубут бары жоммут сергебит зум нөңө бу бары мустун олор жоммут барыгытыгар нөрүөн нөргүй болдун үтө жайыңнах Светлана Ефимовна бут бегини бүгүн даганы манны көрөхан кемнерге түмсүлөк болун ден түмө барбытын халая хыджар. Добрый день, дорогие наши участники круглого стола. Сегодня светлый человек Светлана Ефимовна нас опять объединила. Объединила для того, чтобы мы подумали о жизни, что сегодня самое главное. Вот эти трудные дни показали, что человек должен оставаться человеком в любом
в любое время погоды, в любое время жизни. Сама она была таким светлым, большим человеком, человеком с большой природой. Вот как сказал сейчас наш уважаемый Святослав Павлович, ее любила и природа, ее любили ее окружение, где бы она ни работала. Она была человеком очень большого сердца. До нее можно было всегда достучаться, всегда можно было с ней общаться. Была ли она секретарем обкома партии, была ли она министром культуры, заместителем министра по социальной защите. Во всех сферах, где бы она ни работала, каждый человек, который с ней общался, получал тепло. Ведь сейчас так не хватает нам общения, не хватает человеческого тепла. Пусть мы сидим сегодня со своей семьей, родней, но деятельные люди, вот мы только что сегодня смеялись, что как, кажется, давно не говорили, как, кажется, давно не общались. Она умела всегда вокруг себя сплачивать, вокруг себя всегда для нее было позитив. Даже будучи очень больным человеком, она никогда этого не показывала. Она всегда верила в лучшее. И сегодня мне дана такая миссия, что я сегодня должна благодарность всех работников культуры 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов передать сегодня ее семье, детям, невестке, маленькой Светлане Ефимовне. Вот она сегодня, она у нас участник этого большого круглого стола, и она слышит и в себя, наверное, вбирает все лучшие качества. И не зря же она как раз родилась, чтобы продолжить светлое имя Светлана Ефимовна. Вот. Светлана Ефимовна сегодня среди нас, вот она уже поспала, она уже проснулась, и сегодня, да, невестка Людмила, сын Ефим, дочка Мария присутствуют здесь, и жизнь продолжается. А нам, которые мы сегодня здесь находимся, мы, наверное, должны ее помнить не только в дни юбилеев, но помнить всегда. И как закончится карантин, продолжить очень хорошее мероприятие подруги Светланы Ефимовны, погостить у семьи Поповых, Рощиных, да? И она всегда, она была прекрасным человеком. Вот сколько я с ней общалась, я ни разу не слышала, чтобы она о ком-то говорила плохо. Ведь, ну, мы сами, наверное, свекровки, да, тещи, бывает иногда что-то можем сказать, но вот Светлана Ефимовна всегда говорила: у меня золотая невестка, золотой зять. Все родственники для нее были золотыми. Они были для нее все с большим, ну таким, для каждого она находила обязательно доброе слово. Она о каждом беспокоилась, не только о родственниках. У нее хватало любви, терпения, понимания для всех людей. Вот как раз вы же рассказали, даже для тех людей, для которых было очень сложно жить, она находила как-то к ним слова и всегда говорила, вот как Таня говорит, ты же режиссер, ты же знаешь, чтобы человек, когда должен исполнять отрицательную роль, он должен в себе искать лучшее качество. А Светлана Ефимовна для любого человека могла найти лучшее качество. Она взбодряла людей, и сегодня благодаря ей очень много людей живут нормальной жизнью. Они гордятся собой, своими детьми, своими внуками. И я считаю, что это самое человеческое качество Светланы Ефимовны, что она всегда верила в людях. И для нее Якутия была не простым словом, это был не просто географическое большая часть России, она всегда была за дружбу всех народов. Ведь работая в Мирном, она была идеологом всех народов, которые населяют Мирнинский район. Она, будучи министром культуры, заложила на стыке двух веков любовь к народному творчеству. Благодаря ей сохранилось вот это яланхо, это народное творчество, это фольклор. И сегодня я призываю
в день ее юбилея всем, кто нас слушает, кто будет смотреть, чтобы мы помнили, что мы якуты, что мы саха, что мы часть России. И самое главное, быть в созидании, в дружбе, в любви только побеждает зло. И сегодня, которое зло пришло через болезнь, мы должны победить только большим светлым сердцем. Сегодня я хочу поблагодарить и Юрия Степановича, который вот организовал это. Хочу поблагодарить всех работников Национальной библиотеки в лице Саргаланы Васильевны, которая смогла нам отметить, помочь отметить прекрасный юбилей прекрасного человека Светланы Ефимовны Николаевой. Мы ее все любили, и детям, ее внукам мы хотим сказать, продолжайте хорошее дело. А всем присутствующим хочу сказать, что мы должны помнить, что у Светланы Ефимовны есть любимые дети и внуки, и чтобы мы о них тоже не забывали. Место нашей Светланы Ефимовны. Спасибо. Спасибо, Татьяна Панасьевна. Действительно, то, что вами сказано, вы ощутили не только на себе сами, но и мы все вот, присоединяемся к этим прекрасным словам. А забота о детях – это, само собой, наш долг перед Светланой Ефимовной. Да, Светлана Ефимовна, как человек близкий к нуждам, проблемам у людей, она всегда занималась социальными вопросами. И в 1993 и 1993 годах Светлана Ефимовна работала заместителем министра социальной защиты, труда и занятости Республики Саха-Якутия. Затем с 1993 года по 1999 год работала исполнительным директором Фонда поддержки семьи, охраны материнства и детства Республики Саха-Якутия. И тогда этот фонд был создан как раз в то время, когда начал работать наш комитет по проблемам семьи, женщин и демографической политики при президенте Республики Саха-Якутия. Я с большим удовольствием прошу Анастасию Николаевну Божедонову, первого председателя нашего комитета, тоже поделиться своими воспоминаниями. Пожалуйста. Спасибо, Валентина Ивановна. Ну, про Светлану Ефимовну наше поколение... Наше поколение Светланы Ефимовны, конечно, знает. Мы чуть-чуть позже закончили университет, но мы знали, что она работала в комсомоле, в партийных органах и в правительстве. И я ее знала еще по дружбе ее вот среди той молодежи, которая объединялась как бы зареченские, татинские, амгинские, чурапчинские, через мужа, через друзей Атоса Кулаковского и других. Ну, а в 93-м, как вы помните, был создан наш комитет, и в наш комитет по проблемам семьи, женщин, демографической политики был передан фонд поддержки семьи, охраны материнства и детства. И он был передан как бы из Министерства социальной защиты. Директором виделся человек очень известный, потому что через этот фонд шли очень большие деньги для всех детей республики, для матерей, для поддержки семьи. И мы пригласили Светлану Ефимовну. Не знаю, как хватило мужества обратиться к ней. И мы были очень рады, когда она согласилась сразу. Фонд обслуживал вот эти пособия. А это не просто, знаете, кто-то какие-то деньги откуда-то берет и отправляет. Это проверять, обновлять все сведения. Дети ведь новые рождаются, некоторые вырастают из возраста получения пособий. Нужно по всем улусам, переезжают, внутренней миграции, и все это надо уточнять ежемесячно и подавать в Минфин все эти документы. Кроме того, в фонд стекалась информация о необходимости помощи, осовременивании, может быть, новых проблем, новой жизни. И Светлана Ефимовна, она тот человек, здесь все подчеркнули, что она посоветовать. И тут вот вся эта информация собиралась, обрабатывалась ими внутри фонда, потом приходили все эти предложения к нам. И
с удовольствием обсуждали наш комитет по экономическим вопросам. Было очень много новых пособий, новых направлений в работе. И, конечно, все это шло через советы улусных отделов, улусных фондов. Но поскольку комитет был и фонд при нем, при поддержке президента, конечно, это все шло хорошо. И шли параллельно работой фонда и значит, с советах Светланы Ефимовны новые виды работы. Нами был недоволен только Минфин нашей республикой, потому что много требовалось. И не только после принятия бюджета республики, вернее, до принятия бюджета республики. В общем, работа в комитете Светланы Ефимовны шла очень хорошая. Я помню свое первое выступление после создания комитета, и по своей прямоте учительства своего 20-летнего я писала статистические материалы напрямик, вот так-то, так-то. А Светлана Ефимовна мне помогала писать этот доклад, и она очень умела, с ее огромным опытом составления серьезных документов, проектов, подсказывала как-то смягчить какие-то, добавить какие-то предложения. У нее был огромный опыт, и это было очень приятно с ней работать. И вообще в нашем комитете все отделы, все начальники, все улусные, они просто радовались, что мы все работаем вместе. Далее я должна сказать, как она, общественник, была уважаема, любима людьми. Вот к ней приходили не только по нуждам фонда, но и приходили по различным женским общественным организациям. В то время у нас активно открывались новые женские организации. Вот рядом со мной сидит Галина Сафроновна-Васильева, одна из первых организаций, даже самая первая, это Союз женщин-предпринимателей. Светлана Ефимовна, разумеется, она имела большой опыт работы с Республиканским женсоветом, но тут уже по вызову нового времени, вызов вам даже, скажем, создавались новые общественные организации со своими лидерами, со своими целями и задачами, со своим уставом и уже сумевшие легализовать свой бизнес, свою организацию, некоммерческую или коммерческую, в органах юстиции. И тут Светлана Ефимовна также помогала своими советами, просто посидеть, поговорить, подсказать что-то, указать на что-то вот перспективное. Она поддерживала движение «Алас Хотун», «Сорумню» и многие другие. Я помню, как она радовалась, когда мы, работники комитета, приезжали из улусов, рассказывали. И вот я помню, из Амги мы ездили туда на какое-то совещание, и Амга, первая, кстати, в республике, стала создавать керамическую посуду, изделия, сервизы. А потом в Амге женщины взялись было за оккультуривание или выращивание смородины для уже как бы не просто для себя, для семьи, а может быть даже выращивать больше, участки даже кто-то получил, и для продажи, для бизнеса, для создания рабочих мест. И это тоже ее очень радовало. Я помню, в Амге был единственный лагерь по изучению немецкого языка, соялычное хозяйство. Там мать героиня долго добивалась значит, проведения электричества в свой Алас. И вот эти все новости у нас из всех улусов республики стекались, и Светлана Ефимовна всегда была в курсе всех этих дел. И мы где-то подключали ее связи, поскольку она до создания нашего комитета уже была известным в республике человеком с огромным именем, уважением и авторитетом. В Москву ездили много раз на различные совещания, и то же самое в группе она подсказывала где-то, и мы взяли себе как бы на вооружение, что ли, кто бы ездил в Москву хоть на какое совещание или за рубеж, мы всегда должны выступать, мы всегда должны обмениваться, рассказать о своей работе и получить у других женщин, допустим, различных областей. И поэтому наш комитет тогда, конечно, был известен. У нас было много очень коллег. Вот. И я хочу сказать, что вот то, что Светлана Ефимовна
даже вот бросив, ну не бросив, скажем, приняв новую должность, уже может быть рангом ниже министерского, тем не менее она не потеряла свой авторитет, свое влияние, свою нужность в любом вопросе, в любом месте. Мы, как государственный орган управления, но при нас создавались эти общественные организации. Вообще надо сказать, что наш комитет, оказывается, вот я сейчас после истечения времени вижу, что женсоветы, вообще женское движение у нас в стране поддерживается давно, еще сразу после Октябрьской революции. Вы помните и Калантай Александру Михайловну, и Феликса Эдмундовича Дзержинского, который с Беспризорниковым работал. А если покопаться в истории дальше, да вообще и во времена французской революции были уже организованы детские ясли для детей прачек, допустим так. Но это было все как бы предложение к общей работе, допустим, коммунистической партии в нашей стране. А отдельный орган управления был создан у нас со всеми правами как большого государственного органа. И тут, конечно, мы были люди совершенно новые, без многих опыта управленческой работы. И то, что у нас работает Светлана Ефимовна Николаева, то, что у нас работает Тамара Егоровна Варламова, это давало нам, как сказать, авторитет среди других опытных бывших, скажем так. Я даже помню, что когда Тамару Егоровну Варламову мы приняли на работу, меня бывший секретарь из обкома партии Валерия Филипповна Иванова похвалила. Какие вы молодцы, взяли таких людей на работу. Видите, это такие люди, что одно тоже их приглашение к нам на работу поднимает наш собственный уровень. Вот у нас есть такие люди, и о таких людях, конечно, очень хорошо, что сегодня мы сидим, вспоминаем. И они как раз в лице Светланы Ефимовны стали нужны вот на таком сложном времени, эпохи, что ли, в нашей жизни, когда надо было анализировать прошлое и давать сегодняшним людям увидеть то хорошее, что было раньше в работе, в стилях работы, в постановке целей, в подборе кадров. И вот именно то, что сегодня особо подчеркивали, близости к народу, умению выслушать эти беды. И вот все это превращать в какие-то новые проекты, новые постановления, новые направления работы, финансировать их и давать людям надежду и веру в то, что жизнь наладится. И вот этот большой дар работать с людьми, используя прошлый опыт, сегодняшние реалии видеть правильно, расставлять акценты, и при этом видеть будущее, и все это объединять, помогать. Я помню, я приезжала из Америки, еще видела, как она работала с Виталием Николаевичем Басыгысовым. И вот то, что Госдума должна была, и как наши и промышленники, и социальная сфера, как они должны работать вместе. Мы однажды вот тоже немножко посидели в коридоре ДП-2 и поговорили быстро, и я видела, как она работала, отдавая всю себя и весь свой опыт новым делам, новой политике, новым перспективам. Спасибо, что собрали нас всех, спасибо, что дали нам возможность вспомнить и гордиться такими людьми и ставить их в пример следующим поколениям. Жизнь продолжается. Да, действительно, Анастасия Николаевна, те годы сегодня мы с большой благодарностью и радостью вспоминаем. Я тоже в то время, работая вашим заместителем, тоже соприкасалась ко всем вопросам, о которых вы говорите. И Светлана Ефимовна всегда поражала тем, что она радовалась достижению каждого человека и радовалась тому, чтобы взрастить не только, скажем, тех, кто уже имеет авторитет, но и молодых кадров. И сегодня в нашем круглом столе принимают участие один из них, Михаил Иванович Лонгинов, директор муниципального бюджетного нетипового образовательного учреждения Актемский научно-образовательный центр Кангаласского улуса. Он является, я в этом уверена и убеждена, он согласен, действительно воспитанником Светланы Ефимовны. Пожалуйста. Спасибо, Валентина Ивановна. Добрый день, уважаемые коллеги. Валентина Ивановна, Светлана Николаевна, вот Анна Васильевна Маркова была в комитете по делам семьи и детства при президенте моим непосредственным начальником. И вот вчера она позвонила и мне пригласила, что вот надо принять участие в круглом столе. И я с удовольствием, и оставив все дела
которые у меня были на сегодняшний день, я вот сюда пришел и очень рад, что вот вспоминаем нашу Светлану Ефимовну Николаеву. Ну вот я впервые познакомился с ней в комитете по делам семьи и детства, когда вот работали 2007 по 2011 год, я работал там, и я вот помню, что когда вот она приходила в комитет по делам семьи и детства в рамках наших мероприятий запланированных, которые были, такие большие мероприятия, которые были, например, вот эстафета материнской славы, где мы все нашей командой и вот с участием Светланы Ефимовны, Прасковьи Павловны Федоровой, вот они все вместе. Я помню, что вот несмотря на вот такой пожилой возраст и несмотря на такие вот, может быть, какие-то проблемы со здоровьем, они всегда принимали участие в наших мероприятиях. И никогда не говорили, что они устали, никогда ничего такого говорили, что вот и всегда нас поддерживали и сопутствовали. Вот. И мне вот сегодня хочется сказать одну вещь, да, вот Светлана Ефимовна, она вот как человек очень простой, вот по-человечески относится ко всем, не только к молодым людям, может быть, да, к пожилым, но всем подряд. Я почувствовал это, когда вот работал и, в комитете, да, и вот она подходит, однажды подошла ко мне и сказала, вот, я начала увлекаться нумерологией, она говорит. Я вот, интересно мне стало, и она вот говорит, вот скажи мне свой день рождения, дату дня рождения. И я сказал, она вот что-то написала, потом что-то вот по математике, там, по Пифагору что-то там сделала, и буквально где-то минут 5-10, 7 максимум, и она мне сказала, вот посмотри, вот у тебя вот такая жизнь была, вот сейчас, и вот такой будет. Я там посмотрел, но тогда еще такого внимания не уделял, и потом вот по истечении времени я нашел вот этот листочек, блокнотик свой, и посмотрел на это, и оказывается у меня все совпадает, вот то, что вот Светлана Ефимовна как написала, все это совпадало. Вот, поэтому я очень рад, что вот Светлана Ефимовна познакомился и работал с ней вместе. И еще вот одно хочу сказать, она очень помогла мне в свое время, когда я вот переходил на другую работу. И вот я очень ей благодарен за это, и всегда будем помнить, и благодарен судьбе, что я с ней познакомился и работал. Спасибо большое. Спасибо. Действительно, те молодые люди, которым помогла Светлана Ефимовна в их жизни, сегодня работают в различных отраслях и, конечно же, достойно представляют сегодня молодежь нашей республики. Спасибо большое. Анастасия Николаевна сказала о том, что вот в период работы нашей совместной работы со Светланой Ефимовной в Комитете по проблемам семьи, женщин и демографической политики, да, действительно, очень много женских организаций тогда взаимодействовали с нашим комитетом. И Галина Сафроновна является вот одной из тех, кто тогда очень активно общался, работал. И Светлана Ефимовна, конечно, была всегда рядом с ней. Пожалуйста, Галина Сафроновна, президент Ассоциации женщин-предпринимателей. Добрый вечер, уважаемые участники такого знаменательного события. 80 лет отмечает не всегда, не всем, а только тех людей, которые остаются в нашей памяти сейчас, надолго, и, надеюсь, еще и дальше будет. Но первая встреча наша произошла в начале 90-х годов, когда наша страна, великая, большая страна, Советский Союз, развалилась на части, и образовалось новое государство, российское государство,
Российская Федерация. И, конечно же, в тот самый момент развала, разрухи, неразберихи, непонимания, как жить, что делать дальше, кто стал объединяться в первую очередь? Конечно, женщины. Стали объединяться между собой, и вот переход на новые рыночные отношения, новые экономические направления, все это привело к тому, что вот женщины, которые вынуждены были начать заняться своим делом, чтобы прокормить свои семьи, объединились в нашу ассоциацию женщин-предпринимателей. Ну и тогда мы стали искать, кто же нас может поддержать, кто нам может как-то, на кого можно опереться в нашем государстве. И дороги привели, как говорят, все дороги ведут Рим, а в нашем случае все дороги вели в комитет под руководством Светланы Анастасии Николаевны, и там же была Светлана Ефимовна, но мы не понимали, конечно же, разницу в должностях. Просто вот заходишь, когда на 7-й этаж, и там сразу первая дверь, кабинет, и там сидела Светлана Ефимовна, которая всегда радушно встречала, она улыбалась, от нее веяло таким теплом, и такой, вот как бы вот наши, в те времена вот этой бурлящей, такой непонятной жизни, она олицетворяла спокойствие, уверенность, добродушие, да, доброжелательность к людям. И вот как-то, когда входили в тот кабинет, всегда как-то успокаивались и начинали решать вопросы, какие возникали по тем временам, которых было очень много. Но поскольку времени у нас совсем мало, я не буду распространяться там дальше, какие у нас были отношения, как мы ее любили, как ходили с Анастасией Николаевной, с Валентиной Ивановной в кабинете, там заседали допоздна и так далее. Но вот тогда возникла идея, что надо женщин объединять, потому что женсоветы развалились, да, как-то вот, как объединить всех. Зато образовалось много разных общественных организаций. Вот как уже упоминали комитет солдатских матерей, кстати, вот возглавляемый, организованный Валентиной Ивановной в свое время. Это Алас Хатун, там фермерские женщины, ну, в общем, много было разных организаций общественных. И вот тогда посоветовались мы, Светлана Ефимовна сказала, наверное, надо сделать союз, не просто союз женщин, да, а вот именно союз женских организаций. И вот на этом, значит, основании все, кто имел юридическую базу, документы и так далее, был законодательно, так сказать, удостоверен в Министерстве юстиции, собрались и создали вот союз женских организаций нашей республики, который работает до сих пор и набирает силы. Вот у нас в этом году должен был состояться очередной съезд. Теперь у нас возглавляет союз женских организаций Анжелика Егоровна, наша молодая, перспективная, на которую мы возлагаем большие надежды. Но вот из-за разных вот этих пандемий мы перенесли на март месяц наш съезд. Так что, девушки, женщины, готовьтесь к нашему событию. Ну и, конечно, чтобы не задерживать внимание, мне хотелось бы сказать, что человек жив, пока его помнят. Пока его помните. Я очень радуюсь, что у Светланы Ефимовны большой род, большие продолжения, что есть внуки, и очень надеюсь, что и появятся правнуки, которые будут ее очень хорошо помнить, гордиться и ставить всегда в пример всем последующим поколениям. Удачи всем! Спасибо, Галина Сафроновна. Так, ну давайте продолжим. Хотелось бы сказать о том, что каждый человек, с которым работала Светлана Ефимовна, был самобытен, и, конечно же, каждый знал себе цену. Но Светлана Ефимовна находила каждому нужные подходы. Она умела работать с людьми, руководила грамотно и компетентно. И всегда те, кто с ней работал, говорили о том, что работать под ее руководством было легко и интересно. Она никогда не делала резких замечаний, делилась мудростью, советовалась, всегда находила момент подчеркнуть твои достоинства, внимательно поддерживала разговор. Всегда вот мы
именно так ценим ее отношение к людям. И вот эти замечательные качества помогли ей в ее работе, когда она стояла у истоков создания Общественной палаты Республики Саха-Якутия, и она была секретарем Общественной палаты, вот когда начала работу Общественная палата в 2011 году, и многие сегодня отдают дань уважения и дают высокую оценку именно той ее работе, той организационной работе, мудрой работе по формированию первого состава Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И сегодня с нами также в круглом столе принимает участие председатель Общественной палаты Республики Саха-Якутия Николай Дмитриевич Бугаев. Пожалуйста, Николай Дмитриевич, мы вас слушаем. Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна. Очень рад видеть моих руководителей, Зою Васильевну, человека, куда я пришел первый раз работать в орготдел. Вот, Татьяну Афанасьевну, с которой мы тоже очень тесно работали и до сих пор работаем уже по музею. Галину Сафроновну нашу, которая наша самая активный участник была, члена Общественной палаты. Вот. И мы сегодня вспоминаем Светлану Ефимовну, первый секретарь Общественной палаты. Но я был с ней знаком еще по работе в орготделе администрации президента и правительства республики. И как Галина Сафроновна сказала, вот, у нее какое-то было вот такое спокойствие и какая-то такая мудрость. И вот невольно иногда все равно вот мы нынешних руководителей, нынешнее начальство вспоминаем и нынешнее иногда сравниваем с теми руководителями, с которыми мы вместе работали. Наверное, это поколение было такое людей, которые прошли очень многое, прошли всю вот эту советскую школу и прошли вот эти 90-е годы, когда рушились идеалы, но они остались верны своим идеалам и тому, что они хранили. И я очень рад, что вот наше поколение, вот там наши коллеги сидят, мы вот работали с такими людьми, как Светлана Ефимовна, что мы работали и видели, как работает это поколение. И мы, безусловно, должны вот передать вот этот опыт следующему поколению, потому что ваше поколение, вот поколение Светланы Ефимовны работало, скажем так, очень открыто, и чувствовалась такая мудрость. Сейчас вот Общественная палата, у нас имеется уже свой аппарат, вот, у нас имеется свой закон, имеется свой регламент, мы уже работаем в своем прекрасном здании, которое построено для общественности и профсоюзов. Вот, мы об этом даже и не мечталось в те дни, но такие люди, как Светлана Ефимовна, они заложили именно основу. Вот. И благодаря тому, что вот в первой палате были очень известные, уважаемые люди, они дали вот мощный толчок, и наша палата сейчас, благодаря вот той платформе, которая была сделана, мы сейчас вот на этой платформе строим нашу дальнейшую работу. Вот. Ну и пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех моих руководителей, вот, всех людей, с которыми работала Светлана Ефимовна. Вот. Я, как уже сказал, мне посчастливилось работать в те годы в администрации президента и правительства нашей республики. Вот. И я вот в 2000 году тоже работал и в молодежном штабе Виталия Николаевича Басагысова. Вот. И поэтому мне очень приятно, и я вот даже не ожидал, что мы вот так будем, скажем так, буду принимать участие в качестве, кто бы мог подумать, что в качестве председателя Общественной палаты буду принимать участие в таком мероприятии. Вот. Поэтому хочу сказать всем большое спасибо, и мы всегда будем помнить и
будем всегда благодарны. Ну и женское движение, которое сейчас у нас имеет, как я вот недавно говорил, женское движение у нас развивается гораздо быстрее, чем мужское движение. Вот. И сейчас у нас, поэтому мы этим тоже очень рады. И сейчас вот именно вот те люди, которые вышли из женского движения, они являются основным мотором нашей общественной палаты. И здесь мы должны всегда помнить, откуда мы пришли, кто заложил платформу, и быть благодарными вот тому поколению, которое это сделало. Спасибо. Спасибо, Николай Дмитриевич, за прекрасные слова Светлане Ефимовне и в целом о том, как сегодня общественная палата развивается. И действительно, в отличие от 2011 года, все основные нормативные документы и все вообще условия созданы для успешной работы общественной палаты. И в то время Светлана Ефимовна, вот не имея никакого аппарата, вот когда создавалась с Василием Николаевичем Ивановым, они только вдвоем были, и был состав, который был утвержден, как и сейчас, президентом республики, и они вот провели всю эту работу. И в этой работе, конечно, самым главным человеком была Светлана Ефимовна Николаева. Спасибо. Действительно, рядом с Светланой Ефимовной многие работали. Но сегодня, чтобы поделиться своими воспоминаниями, вспомнить о ней, к нам пришла, вот, как Николай Дмитриевич говорит, один из руководителей, с которыми он работал, Зоя Васильевна Рожина. Пожалуйста, Зоя Васильевна. Добрый день, дорогие участники круглого стола. Мне сегодня очень приятно еще раз вспомнить о совместной работе с Светланой Ефимовной. Это наша старшая подруга, у которой мы многому научились. Я с ней знакома практически, когда она работала секретарем по идеологии областного комитета партии. Я тогда работала вторым секретарем горного райкома партии, и она тогда к нам приезжала в командировку, и мы сюда приезжали, тогдашние идеологи, и всегда нам было приятно к ней зайти, посоветоваться. Она никогда вот такого случая не было, чтобы она не принимала нас. Она всегда говорит: заходите, девочки, давайте посоветуемся. Конечно, очень многие вопросы, которые она нам поставила тогда, как секретарям по идеологии, мы старались делать у себя в районах. И мне приятно, вот Светлана Ефимовна, вот сидя сегодня, еще раз вспоминая ее, мне приятно вот всегда вспоминать, что она всегда очень внимательно относилась к проблемам вот именно людей, проблемой той или иной семьи, проблемам того или другого человека молодого. И всегда она советовала, и она всегда находила какие-то пути, чтобы решать эти проблемы, которые стоят перед этими людьми, можно сказать, перед этой семьей. И мне приятно, вот когда со Светланой Ефимовной мы еще начали работать в Комитете по делам семьи детства при президенте Республики Саха-Якутия. Об этом сегодня очень хорошо сказала Анастасия Николаевна Божедонова. И тогда тоже мы советовались, и она к нам всегда часто заходила, и мы с ней советовались тогда, как дальше работать, как дальше развивать женское движение, как на местах работать женские советы, и как еще лучше поставить работу. И вот она всегда отдельные советы давала. Вот подойдешь к ней и спросишь: Светлана Ефимовна, я думаю, вот такие вопросы как можно решить? И она всегда советовала, говорит, без стеснения, без ничего, вы, говорит, спрашиваете. И мы всегда у нее советовались. А потом, когда я начала работать в аппарате администрации президента и правительства, мы с ней вместе проводили съезд женщин. Очень много мероприятий, которые касались женского движения. И мы с ней тоже советовались, и она подсказывала, или я какие-то вопросы к ней, и всегда находили общий язык. И конечно, вот последние годы, когда вот она
не чужалась никакой работы. Вся общественная работа у нее, как будто вот работа, которая она каждый день делала. Все общественные работы. У нее столько много общественных работ было. Во всех советах она была, во всех этих комиссиях она была. И она это все выполняла добросовестно. И мы, молодые, значит, работники аппарата, я и своим коллегам говорила, что надо учиться так работать, как Светлана Ефимовна. Это действительно есть. И вот даже когда она болела и серьезно, она никогда не теряла надежды. Она говорит: ой, Зоя Васильевна, все нормально, все будет хорошо. Ага. Так что вот еще раз вспоминаю, что вот сколько мы с ней знакомы, я никогда не видела, что она на кого-то сердилась. Удивительно. Или когда на кого-то повышала голос, или как кем-то она была недовольна. Вот такого я сколько с ней вместе и работала, и была как-то вместе во всех этих мероприятиях, во всех встречах, я никогда не видела этого. И меня это удивляет. Такое спокойствие, такая вот интеллигентность, именно вот то, что воспитание, которое действительно у нее было и в семье. Я рада, что сегодня очень много хороших слов сказано о нашей старшей подруге. Когда мы живы, и мы всегда будем вспоминать, у нее есть продолжение, есть дети, внуки, дай Бог будут правнуки. И, конечно, род Поповых и Николаевой, оно продолжится, и продолжается она. И достойнее есть продолжатели. Спасибо. Спасибо, Зоя Васильевна. Действительно, Светлана Ефимовна, кроме своей непосредственной работы, уделяла много времени и сил общественной работе. Да, Зоя Васильевна, действительно это так. История развития женского движения в республике неразрывно связана с ее именем. В переломном 1991 году на 9-м съезде женщин Якутии Светлана Ефимовна возглавила Республиканский женский совет. Это действительно было знаковым событием. Именно в эти годы женское движение в Якутии обрело новое дыхание и новое лицо. Об этом тоже вскользь сказала Галина Сафроновна. Когда мы говорим, что якутянки достойно вынесли все политические и социальные тяготы кризиса 90-х годов, то мы говорим и о ней, о Светлане Ефимовне, о лидере женского движения Якутии, сумевшей сплотить вокруг себя настоящих активисток. Под ее руководством в республике были созданы различные женские организации, клубы, которые объединились в Союз женских организаций, и были мобилизованы усилия женщин, матерей на преодоление безработицы, трудностей в семейной экономике, воспитании детей, борьбе за здоровый образ жизни, за духовное возрождение народа. Светлана Ефимовна установила конструктивные взаимоотношения с органами государственной власти республики. Союз женских организаций Республики Саха-Якутия последовательно поддерживал и поддерживает деятельность руководства республики, направленную на сохранение национального и гражданского согласия, динамичное социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие республики. Возглавляя Союз женских организаций Республики Саха-Якутия, Светлана Ефимовна воспитала целое поколение женщин-лидеров, продолжающих лучшие традиции женского движения, обеспечивающих преемственность поколений. Благодаря богатому жизненному опыту, высоконравственным личным качествам, она сумела сплотить женщин, укрепить веру и надежду в людях, всемирно способствовала мобилизации общества на созидание и стабильность. Она стала общепризнанным лидером женского движения Якутии, и, конечно же, мы все сегодня говорим, что ее авторитет для нас непререкаем. Да, действительно, она воспитала плеяду молодых женщин-активисток. И сегодня одной из них, ярких представительниц, является Анжелика Егоровна Андреева. И
лидер женщин республики, председатель Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. И, пожалуйста, Анжелика Егоровна, мы вас слушаем. Добрый день, дорогие друзья. Я очень извиняюсь, что сегодня с вами не в зале. Такой прекрасный круглый стол. Буквально в 11 часов я также принимала активное участие на круглом столе Амгинского района, где выступали представители, приняли участие представители всех наследов Амгинского улуса. И очень благодарна Саргалане Васильевне Борисовой за организацию столь прекрасного круглого стола, где также вспоминали о детстве Светланы Ефимовны, о ее работе в Амгинском районе, об ее родителях. И сегодня продолжением, буквально сегодня такой прекрасный день, юбилей нашей уважаемой Светланы Ефимовны, и он начался с 11 утра, и сегодня вот до 5 вечера мы говорим о ней, вспоминаем о ней. Это действительно светлый человек, человек с широкой душой, который, наверное, такие женщины к нам приходят раз в 100 лет, яркие представители женщин 20 века. И несмотря на то, что Светланы Ефимовны сейчас нет, и правильно сказала Татьяна Афанасьевна, она все равно собирает нас, собирает женщин, которые всегда были возле нее. И я хочу сказать, что я благодарю особенно всех, кто сидят в зале, это мои наставницы, мои учителя, Анастасия Николаевна, Валентина Ивановна, Татьяна Афанасьевна, Галина Сафроновна и Светлана Ефимовна. Именно они меня сделали тем человеком, кем сегодня я являюсь. Я очень благодарна судьбе, что много-много лет тому назад, когда я была еще совсем молодой студенткой, Светлана Ефимовна говорила: вот нас не будет, а вы должны продолжать женское движение. А мне казалось, что она будет всегда рядом, что женское движение всегда будет. Я всегда помню эти слова. Это говорит о том, что наш девиз сейчас Союза женских организаций Республики Саха-Якутия — помнить прошлое, творить настоящее и думать о будущем. И мне сегодня очень приятно, что представители молодого поколения, Николай Дмитриевич, вот все помнят и вместе работали с ней. И пока вот мы помним наше поколение, потом придет молодое поколение девушек-лидеров. Также я благодарю всех девушек, которые сегодня продолжают ее дело. Она всегда говорила, что бы ни случилось, как бы то ни было, всегда общественное движение должна помогать власти справляться с трудностями. И сегодня действительно мы живем в век новых информационных технологий, и нам сегодня очень сложно общественным организациям работать и проводить мероприятия. И несмотря на это, все-таки новые технологии сегодня существуют в Zoom, и мы можем собраться в Zoom с Амгинским районом. Сегодня все вместе можем собраться и делать, творить общественные дела. И хочу вспомнить Светлану Ефимовну. Она вот всегда очень легко, спокойно общалась со всеми. И вот, наверное, каждый, кто сегодня ее вспомнил, знает о ней вот лично, и как будто только ей она вот желала самого хорошего. А вы представляете, сколько таких людей? Тысячу женщин, тысячу девушек, ребят молодых, которым она помогала. И мне кажется, что вот когда она в повседневной жизни, насколько она была доступна, легкой и простой, и когда она выходила на трибуну, на сцену, я помню, это яркие выступления на родном языке, это яркие выступления на республиканском уровне. Я представляю, как она выступала на российском уровне. И человек преображался, она превращалась в прекрасного оратора, которая ставила такие острые проблемы защиты семьи, детства, женщин, не только на республиканском уровне, но и на российском уровне. И вот последние годы, конечно, несмотря ни на что, на ее болезнь, она очень тепло общалась, разговаривала все время по телефону, до последнего давала свои советы. Я хочу, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность за проведение этого круглого стола Союзу женских организаций, Министерству культуры, что действительно мы должны, несмотря ни на что, несмотря на пандемию, сказали, что она продолжится до 2024 года, все-таки встречаться и в Zoom, и небольшими коллективами.
и проводить наши мероприятия по преемственности поколений. Потому что действительно сейчас происходит большая трансформация именно женского движения. И правильно сегодня заметили тоже Галина Сафроновна, что когда Анастасия Николаевна, Светлана Ефимовна создавали Союз женских организаций, и вот вы все Союз женских организаций Республики Саха-Якутия, потому что на уровне России это Союз женщин России. Вы могли в свое время в 1996 году зарегистрировать Союз женщин Якутии, но этого не произошло, потому что вы смотрели далеко вперед, создали Союз женских организаций, потому что уже тогда были созданы клубы по интересам, по направлениям, различные женские организации. И сегодня это объединяет все Союз женских организаций Республики Саха-Якутия. Я, конечно, человек совершенно новый в женском движении по сравнению с вами. Я только 5 лет руковожу этим общественным движением. Но сразу хочу сказать, что это очень сложно и ответственно, особенно вот в наше время, да. Но, несмотря на это, я сегодня вижу очень много молодых девушек, инициативных, активных, клубы по интересам, у которых есть проекты свои, есть женщины-предприниматели, сельские девушки. И вот как раз все это, то, что мы сегодня делаем, все наши гранты, да, по цифровизации женсоветов республики, грант по «Сделано руками мамы», это все посвящается тому делу, которое начинала Светлана Ефимовна Николаева. Я думаю, что ее добрые дела, которые были начаты много-много лет тому назад, и не зря сегодня будут продолжены многие годы еще вперед. И не зря сегодня мы отмечаем 80-летие Светланы Ефимовны, а в этом году отмечается 80-летие Союза женщин России. То есть они ровесники. Союз женщин России, это начиная с Комитета советских женщин, и Светлана Ефимовна, не зря в судьбе ее есть, было и есть это женское движение. Этими словами я хочу закончить свое выступление. Хочу всем пожелать самое главное – здоровье. Берегите друг друга, берегите своих родных и близких. И хочу пожелания Ефиму и Марии. Самое главное – берегите доброе, честное, светлое имя своей матери. И я хочу, чтобы ее дети, внуки, особенно умница Оливия, которая сейчас учится во Владивостоке, она тоже очень похожа на свою бабушку. У нее очень большие успехи в учебе, и чтобы продолжалось все то, что хотела воплотить Светлана Ефимовна, ее дети и внука. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Анжелика Горовна. В том, что сегодня мы говорим очень много о преемственности поколений в женском движении, и в том, что мы знаем именно истоки развития женского движения, знаем историю развития. Конечно же, очень большая роль тех женщин, которые много времени уделили на то, чтобы это изучить и довести до нас сегодня все те моменты, по которым развивалось наше женское движение. Светлана Ефимовна с большим уважением относилась всегда к Лии Иннокентьевне Винокуровой, которая для нас является именно той женщиной, которая многое сделала, чтобы мы узнали даже те неизвестные на сегодняшний день моменты в развитии женского движения в республике, для того, чтобы мы обладали той историей, которая вот сложилась за все эти годы. Ведь без знания истории нет будущего. Я вот хочу Лию Иннокентьевну Винокурову тоже сегодня выступить и вспомнить о Светлане Ефимовне. Лия Иннокентьевна, мы вас слушаем, пожалуйста. Валентина Ивановна, благодарю вас. Меня слышно? Очень хорошо слышно. Я прошу прощения, у меня что-то с видеокартой, я не могу выйти, но если меня слышно, я, с вашего позволения, скажу буквально несколько слов. Во-первых, прежде всего я хочу поблагодарить просто за честь выступить на этом круглом столе, потому что я считаю, что говорить за этим столом после таких прекрасных речей и воспоминаний – это для каждого человека просто честь прикоснуться к памяти Светланы Ефимовны Николаевой.
очень хорошо от души сегодня все говорят, все, кто вот кого я вот выслушала. И мне кажется, это, наверное, большое счастье для человека, чтобы тебя так вспоминали, так искренне, так по-человечески тепло, так от души, чтобы пришли, несмотря ни на что, в этот зал, подключились к нашей онлайн-встречи, чтобы тебя так помнили и такими словами вспоминали. Это, наверное, надо быть действительно Светланой Ефимовной Николаевой. Я хочу остановиться только на двух моментах. Валентина Ивановна, конечно, очень лестно отозвалась, я считаю, что даже чрезмерно, потому что если бы не Светлана Ефимовна и Валентина Ивановна, не было бы, наверное, ни этих наших книг, ни нашего интереса к этой истории, потому что все, конечно, начиналось от них. Никогда ничего на пустом месте не происходит. Любое сделанное дело, любая завершенная акция, что-то вот сотворенное всегда имеет истоки. Кто-то тебе подал идею, подсказал, помог, посоветовал. И вот эти наши все эти идеи, это, конечно, плод коллективного, преемственного труда, который всю жизнь осуществлялся под эгидой Комитета по делам семьи, детства и женщин, а далее на общественной основе силами членов Союза женских организаций. Светлана Ефимовна Николаева мне была интересна еще и, наверное, как ученому, потому что она сама по себе является интересным гендерным явлением. Я наблюдала за ее биографией, вы обратили внимание, как складывалась ярко, успешно ее комсомольско-партийная биография, потом как пошли такие новые веяния, и были трудные моменты. Часто это очень обходят. Я однажды в своей научной статье даже вот говорила и написала, что после тех горестно нам всем якутянам памятных событий 1986 года, если мне память не изменяет, своих высоких должностей лишились только женщины. Меня всегда вот это в ней потрясала внутренняя сила. За долгую жизнь мне много раз приходилось видеть людей по разным причинам, лишившихся в одночасье высокого статуса. И, скажем честно, не каждому удается так достойно, так с таким самоуважением перенести любые удары судьбы, включая даже несправедливые. А Светлана Ефимовна это все пронесла с высоко поднятой головой. На каждой своей работе, на каждом посту, независимо, был ли это действительно один из самых решающих постов в республике, или, на первый взгляд, достаточно скромная должность, она оставалась самой собой, не изменяясь ни внешне, ни внутренне. И тут я просто хотела отметить, что, наверное, у каждого человека, взрослого, состоявшегося человека, есть такое страшное испытание в жизни. Испытание властью и влиянием. Тут все взрослые люди, и мы знаем, не каждый это достойно проходит. А вот Светлана Ефимовна смогла достойно пережить и те годы, когда она была одной из самых влиятельнейших женщин в республике, когда ее обаянием, красотой, красноречием, ее харизмой, ее человеческим шармом восхищались обе половины населения Якутии. И при этом она смогла все эти свои человеческие качества сохранить все годы своей жизни. Когда мы собирали первую книгу «Воспоминания о Светлане Ефимовне Николаевой», я разговаривала с разными людьми. И с членами, скажем, правительства, и с людьми, занимающими скромные должности. И меня знаете, что поразило? Я взяла интервью у бывшего постового, который стоял в бывшем обкоме партии, ныне это Дом правительства номер 2. И он мне сказал одну очень интересную фразу. Я, говорит, простоял на этом посту долгие годы. Из всех высокопоставленных, говорит, чиновников отдельно хотел бы отметить Светлану Ефимовну Николаеву. Всегда здоровалась первой, обратите внимание, с рядовым, безликим постовым, мимо которого, ну что там греха таить, многие проскакиваем, даже и не запомнив, как он выглядит, всегда, говорит, останавливалась, здоровалась, спрашивала, как мои дела.
как здоровье, как ваши малыши, как ваша семья. Деталь крохотная, о которой сегодня говорили почти все, это как в капле воды. Мы видим всю красоты всего, да, вот окружающего мира. В одном вот этом таком вот факте, эпизоде видна Светлана Ефимовна Николаева, потому что, занимая высочайшие должности, остаться такой внимательной к рядовым людям, живущим рядом, может человек только высокой культуры. Я, например, наверное, могу вспомнить, человек, может, 5-6 из тех высокопоставленных людей, с которыми приходилось сталкиваться, за которыми наблюдать в течение десятилетий своей жизни. Светлана Ефимовна была человеком очень демократичным, красивым, достойным. И мне кажется, этот вот наш круглый стол – это достойное такое мероприятие ее памяти. Спасибо большое вам за внимание. У меня все. Спасибо, Елена Кентьевна, за прекрасное выступление. Действительно, вас связывала очень близкая дружба. Вы относились друг к другу с большим пониманием, уважением. И она всегда ценила то, чем ты занималась, это историей женского движения. Спасибо. Но прежде чем перейти к выступлениям родственников, я все же хочу вернуться к родине Светланы Ефимовны, именно к Битюну, и предоставить слово руководителю землячества Битюнского наслега Тамаре Петровне Егоровой. Тамара Егоровна, пожалуйста. Ütüye gününden, bugün sakabıt sirigər ammalar günleri. Çoğulan bütün güne ümitinden hürdəğin bihi bu Чугасский хибет, бир дойдулақпыт, Светлана Ефимовна жора киеhe, жора күн біліқтәті дейкпін бағарабын. Он бир частан хағалан ете аммаларын ха жөйді бөлімнәмметтер. Оны істәммет біге өме күттіңілі бұд, бәтін түмсі, амма түмсі. Онтан возложение венков болла, онна ме біге күттіңілі бұд, онна бұ кәлі бит. Ине ден турамын онтон Светлана Ефимовна тоғы кинеманлык майгыта керетей, тоғы кинеманлык кихини тардар эйгелери ден бәйім психолог қарақпынан көрдіқпіне кини бөрі бөтіңі түрәбіде. Бөрі бөтіңі түрәбі жонлар хүрдіғ әр қоғын болалар. Ол чертаты кини бар болан білік кірбейләқ, кемейләқ болар әбет. Аны тұрым болана ити тоғы кини ырағы ден. Қайдақта кені өспі, туықта ол, кухантылы оны мана хаңарба, тені тәділер бәтті, кехеға қолывыр ардығар, кеге өрге сеген болар, хақалар хүрдәғ бігі төттірлі деген майгыбытыр бар. Оны кені болағына тұйке, амма түскі өтөлі әбет, қылғыр ырас күрдік, наға чөй айылға ұлаппыт болан, жа амма жәрен күрдік миннегес. Майгылаға бит. Яқпен бағарабын. Оннан мен бәйем чолан кене кіпті қайдақ білсеуіппен етақпен кене аттан бәтің министен баран бәйті тиген кәлен кепсәп біте. Онна бұл университетка психол ұйылға үйерағар, отын ұйылға институтугар, аммағнай факультетігар, үләлі хыртақпына жа кенен ха сәңер бітақты. Бөтін оғыта бұл күрджектін ха кескелләқ байы. Аны тұрын Анастасия Петровна Конешникова, доктор психологических наук, әйін сыналабы дәбіт ден ха жа үйін өқін нада бит ден жа өйен керім бар бұта хүрдәғін. Үйар кердер еті, онына те Песковская Юлия Анатольевна тимин кыхым дирете, теседек ататлыр жонордағы те. Оны мен қая жоны үйінлері ананлағы битту дейхана өтім. Аны тұрым болана кені сайылық деділер мағын. Бәтті, оны алас қотуна дейін бейе кірджік бөтіңге кені жақтар лигата салайытынан таққанлар, кірджік уаттардан, қаян, тінне хүрдәк уақаны ұхы қоңырын тұралар бұғылаға де. Оны бейе судияны ең келе бара хеджері дейбет. Аны тұрын үйнәйіске менеме тінне үлелі әбетім. Бихикер кирен олары, онан вопрос тәтинне чугас олары турабын дейққа хөп. Оннаттан бұ
келин баллана кини меха хайдара жайыны вербите общественник бу юлга юрактага бу статистикалар нере бу бакка жоңго чугас бол диенити этнопсихолог карагынан отон жүйүнү укпутебит ити магын нумеролог индебеки батта ол курдук кини бейте психологический жайылары көрөрөбит ол түмүгүнен обра минити олонконо хеңеребит Онна өз қоғанлары сеңәребін уға қалы хаңарарбын таптыйбын, оннан ол түмігінен бұл бұйыл бейге. Отын манна туық тоқтан еттәққа бөтін үміт бейіне наға сайынна, наға чүгей болла. Эти Борисова Саргылана Васильевна болуын. Аны хаңы қылабабыт Алексей Николаевич Никитин, Стручков Алексей Алексеевич. Төбелерім қолбандар наға чүгей бұл Светлана Ивановна Николаеваға аналлах парк катаридилер. Бу паркага жа иелер, онна жа лига женщин бар. Эхегini жа биһиги бөтүңнөрүн ырабыт, келеңги жарба якытын сөп, жа онно кихи кута-кутуллар. Жикти чугей жүйү ото кирер диякпин багарабын, онно бары жа бу герой иелер олар. Онно шүйбайскы мейкалар оңорбуттара. Быйыл биһиги бөтүң түмсүү bu korakka olurur, bütünler tübe bütün kolbamı скамейка токуйдавыппыт. Екатерина Егоровна Иванова олон кохканаллар. Екатерина Егоровна Иванова bu быйыл 130 сағын туғылар. Онан улахан конференция тарихы жабыт, ол черчитинен ол скамейка бороста карахыбай болан қалла, бир өттүтүгер кыталы кыллы турар, бирер bu жөһөгөй кенитигер аллук. Аны туран маннык тулабалланы биле туах чуккалар. Оголор оннар жаны биле истеллер. Олон колур жаны диен ити барата бу үйһеттен көрө истехиджер көмөлөһө хиджер диякпен багарабын Светлана Ефимовна Николаева үтүөтүнен тагыста диен хыналыбын. Бароста улаханнык көмөлөһө. Кайдакта болтун ихин кихи кыржык ырай бар, ырайга көтөн кини бихекати салая, оны наха чөйдө кыржык үйөрөн көтөн же кайдары жайыны орор диякпын багарабын. Онон бу бихиге бүгүн наха жолланыбыт, наха үйөрдүбүт, көттүбүт, оннатта ки лига диенинен ылан эттекке кыржык түмсүү болар баллади хакалыттакка анол түмсүү түмүгүнен бу кайдакта курдук биги сомоголак болубут. Кайдакта биги бебе иетылы сыналыр болубут. Аны туран бу камсык кемегер же бихека бебитер кырстабыллактык сыгынактакпыт. Өйбүллактык оннугу колобра биги кыжык үшөйдүк же урдакпытына диякка. Антон болгом топтун урдакпытына. Кыржыкта биһи өлөн сүтен калыхпыт соға. Симилияқпыт соғанчо, маны курдук Светлана Ефимовна Николаева курдук. Сүнкен улахан сүдү далбар котуннақпытыттан хүрдәғын биһи жолуна бұд, үйеребит, онна бөребетіңнер биһиги киен туттабыт. Кыржыктағыны бұл жакиып кыға себетін нұқ болуқтағы деп аллади ден болыр. Нұқ үйренер, оны қайыр, оны кықтақ дені көлілер еді. Онда бұл минатты бар Нургияна Ивановна амма түмсі салаячты олырыр. Бұл кенеға мен ағияқтылы кыржык береметі. Бұл бейі түмсі бет қайдақ болды. Кене бүтәгер етектақ, тоғытақ кене сүрін көриятчы. Onun İtalyalar ki buyurtman yakatton eti tol birerge vardı. Валентина Ивановна яка бихибетүңнөр аттарыттан мактанабыт. Наха чөйдү бу төгүрүк столу терьен ипик илен сагалан терьен ипик дигер. Мактал Тамара Петровна наха чөйдүк күдүклеттен Светлана Ефимовна күдүк сайдаргар бете искыган сайыннаргар таланын тахараргар шүддө улукан тирек оны көмө болар кете. Аны тиен бен кепсеңинен оны сөтө билбергеттин мактал. К нам вот старается выйти Юлия Анатольевна, но я не знаю, сейчас она сможет выйти или нет. Вот по WhatsApp мы переписываемся, она пишет, что вот ждала, но вот не смогла, скажем, подсоединиться. Связь плохая. Но, видимо, тогда, к сожалению, Юлия Анатольевна действительно очень хотела выступить, потому что она тоже является одной из воспитанниц Светланы Ефимовны, одной из тех, для кого она стала опорой, учительницей, наставницей. И, конечно же, она
всегда говорит о том, что Светлана Ефимовна – это ее учитель. Ну давайте тогда мы уже подходим к завершению. Все мы выступили по всем аспектам, векам жизни Светланы Ефимовны. А теперь, конечно же, мы переходим к ее детям. Родственники в связи вот с нынешними ограничениями, как люди и в возрасте не смогли подойти, и потому те слова, которые прозвучали 5 лет в этом прекрасном зале, они все равно говорят о том, что Светлана Ефимовна всегда была рядом с ними, всегда помогала, всегда была очень надежной опорой и всегда помогала, конечно же, ничего не ожидая и не требуя взамен. А вот самыми дорогими людьми в жизни Светланы Ефимовны, конечно же, не только, я хочу сказать, были, но они остаются, они сегодня есть, это ее дети. Сегодня здесь, в этом зале, Ефим Николаевич, глава семейства своего, со своей супругой, с любимой женой Людмилой и маленькой Светланой Ефимовной, которая тут находится тоже в зале. И вторая дочь, старшая дочь, Оливия, тоже должна была подключиться, на то там тоже какая-то техническая неполадка, да, как я поняла. Ну и, конечно же, Мария Николаевна, дочь Светланы Ефимовны. И, пожалуйста, вам слово, кто будет говорить. Дорогие друзья, подруги нашей мамы, большое вам спасибо, что вы пришли сегодня почтить ее память, вспомнить о ней. Сегодня для нас очень светлый и праздничный день. Мы отмечаем ее 80-летие. Нам очень приятно, как детям, слышать очень много искренних и теплых слов о ней, как о человеке, как о работнике. Мы ее знаем, конечно же, с другой стороны, как любящую мать, которая дала нам очень много, безграничную любовь, заботу, воспитание, образование, ставила перед нами цели, какие мы стараемся сейчас выполнять в своей жизни. Она была, конечно же, очень необыкновенным человеком, мягким, добрым, иногда сентиментальным, могла всплакнуть. Но в то же время она была стойким и жестким борцом, который отстаивал свои принципы и идеалы до конца. Таких людей сейчас очень редко встретить. У нее были очень редкие качества человеческие. И, во-первых, это, конечно же, она была готова каждому человеку помочь на этой планете. Она говорила, что ее миссия состоит как раз в том, чтобы работать ради людей, чтобы всем людям жилось на этой планете хорошо. Ну и сегодня, конечно же, юбилейные мероприятия прошли очень на высоком уровне. Все это, конечно, благодаря Юрию Степановичу Куприянову, Министерству культуры, Национальной библиотеке. Мы находимся в очень прекрасном историческом зале. Спасибо всем большое. Валентине Ивановне очень огромное большое спасибо за то, как она прекрасно провела наш круглый стол. Татьяне Афанасьевне тоже за огромную проделанную работу по сбору видеоматериалов для кино. Анне Васильевне Марковой, Нюргуяне Ивановне, землякам, амгинцам очень большое спасибо. Был проведен круглый стол в селе Битюнь и в селе Амга. Также было возложение цветов и открытие скамейки в сквере в селе Битюнь. Все прошло на очень высоком уровне. За это вам выражаем огромную благодарность, признательность. То, что чтите, помните, любите. Ну и, конечно же, всегда она останется в наших сердцах. Мы будем ее помнить, продолжать ее дело. Еще раз хочется отметить, что вот недавно был создан фонд, директором является ЕФИМ. Он как раз направлен, фонд имени нашей мамы, Николаевны Светланы Ефимовны, он направлен на социальную помощь детям и матерям.
охране материнства и детства. Первый проект уже был проделан в Татинском Улусе. Это была оказана помощь детям больным аутизмом. И еще раз всем большое спасибо. Будем продолжать наше дело мамы и чтить ее память. Она всегда будет жить в наших сердцах. Не умею, конечно, я говорить как мама. На табуретке не стоял. Передовицу, правда, не читал. Да, не читал, да? Да. Ну, присоединюсь, конечно, к словам сказанным. Спасибо. Спасибо. Хотел бы также присоединиться к благодарности. Спасибо землякам моей мамы, спасибо коллегам, родственникам, что не забываете. Спасибо за прекрасный проведенный праздник, и юбилейный 80-летие юбилей. Что еще сказать-то даже? Ну, всем большое спасибо. Большое спасибо. Люда, пожалуйста. Добрый вечер. Я который раз на мероприятиях, связанных со Светланой Ефимовной, каждый раз еле сдерживаю себя, чтобы не пустить слезу, потому что такие искренние слова всегда слышим. И каждый раз прямо хочется всплакнуть, когда все искренне ее хорошими словами вспоминают, все искренне ей восхищаются, ее человеческим качеством. И как бы сейчас, на данном этапе жизни, мы, прошло почти 10 лет с ее смерти, да? Мы только начали понимать, и мы только ощутили сильную нехватку ее советов, ее той поддержки, которую она нам оказывала, ее тем словам жизненным там наставлениям, которые она нам давала. Только теперь мы начали понимать. Тогда мы были молодые, намного моложе. Она очень поздно вышла замуж из-за того, что она очень много занималась карьерой. Работой? Да, работой занималась, и поэтому у нее первая внучка родилась, наша старшая дочка родилась, когда ей было почти 60 лет. Она самая последняя из своих подруг стала бабушкой. И я помню, когда она стала бабушкой, она мне сказала, что это был ее самый счастливый момент, потому что она очень ждала этого момента, и сказала: я все бросаю, я буду сидеть с внучкой. И не прошло и полгода, засверкали пятки, она ушла в общественную работу. Потихоньку. И это ее стихия, это ее жизнь, это ей давало силы. Мы все это понимали. Ну и, конечно, нам, детям, да, мне как невестке, очень сложно соответствовать ее тому высокому статусу, хотя мы пытаемся, мы создали фонд, пытаемся ее имя как дети продвигать, но мы очень большие надежды возлагаем на Оливию, конечно, потому что она самая из всех нас, наверное, впитала бабушкины, как называют? Да, бабушкино воспитание. Ефим с Марией, я так понимаю, они были воспитаны своей бабушкой. Мама была занята работой. А основное воспитание, основное наставление получила Оливия. Но мы как бы сильно так не будем на нее, конечно, наседать, но
Мы так надеемся. Спасибо огромное Валентине Ивановне Кириллиной. Она самая наша путеводная звезда. Она самый основной, как я сказала, как поезд, как локомотив. Ага. Только благодаря ей в основном все мероприятия и память о нашей матери, в первую очередь благодаря ей все это происходит. И, конечно, Татьяне Афанасьевне Гоголевой. Она очень нам помогла, когда мы собирали очень хороший материал про ее жизнь. Тогда, если бы мы тогда это не сделали бы, было бы очень мало материала. Многие ее ровесники и те люди, которые с ней работали, конечно, были люди в возрасте, и многих сейчас с нами нету. И у нас есть этот прекрасный материал, который в будущем нам поможет в увековечивании ее памяти. Спасибо большое всем. Спасибо. А Светлана Ефимовна не скажет несколько слов? Я кушаю. Я кушаю. Ага, спасибо. Спасибо большое. Она действительно маленькая Светлана Ефимовна, как вы видите, чем-то похожа на бабушку, но больше похожа, конечно, старшая внучка Оля. Для меня Оля остается всегда Олей, хотя она сама выбрала имя Оливье. А Светлана Ефимовна очень любила своих детей и всегда старалась помочь им. И когда какие-то случались, может быть, моменты, она всегда приходила, и мы с ней советовались, как и что. Мы, конечно же, успокаивали друг друга и всегда поддерживали. Она очень любила Олю, ну и внуков, конечно, сыновей нашеньки, и всегда стремилась к ним, к общению. И это было очень приятно видеть. И, конечно же, спасибо вам огромное за добрые слова, за то, что сегодня организовано и в Амгинском Улусе, и здесь. И в этой работе очень большую работу провела Нургияна Ивановна Илларионова, руководитель землячества Амгинского района, которая является руководителем отдела профессионального искусства и духовного развития Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, потому что благодаря действительно ее ответственности организации мы смогли привлечь сегодня к этой нашей работе все, что мы сегодня имели. Вам слово. Спасибо, Валентина Ивановна. Ну, прежде всего, большая благодарность всем участникам, всем организаторам, всем гостям, всем выступавшим и с амгинской стороны, и со стороны женского движения, и со стороны культуры, искусства, всех, кто как-либо соприкасались, вместе работали с Светланой Ефимовной. Все это движение, скажем так, как локомотив всего этого движения была действительно Валентина Ивановна. Валентина Ивановна позвонила Юрию Степановичу. Юрий Степанович, в свою очередь, сразу позвонил мне и сказал: Нургияна Ивановна, аман бата. Ага, аман. Вот, и сразу, в тот же вечер, мы создали оргкомитет, все любезно согласились. Анна Васильевна огромную лепту внесла в организации всего этого мероприятия. И все то, что задумано было в тот вечер по мероприятиям Валентина Ивановна, мы сегодня можем сказать, полностью, 100% сделали. Первым-то у нас стояло освещение в средствах массовой информации. Сегодня все видели, что у нас НВК была. Сегодня в новостной передаче возложение цветов будет и в Амге, и здесь. Второе у нас было напутствие. Вот какую бы фишку придумать, а то всегда у нас круглый стол, возложение, еще что, освещение в СМИ, а хотелось какую-нибудь неординарную фишку, И вот мы с Анной Васильевной, с Валентиной Ивановной придумали литературу
повторное, ролик, видеоролик, скажем, да, вот именно наших артистов. И опять-таки подключили к этому наших ведущих артистов Амгинской земли, Елизавету Потапову, Ирину Никифорову и нашу молодую Нюргуяну Шадрину. Ну, я надеюсь, все это удалось. Девочки отнеслись ко всему этому очень серьезно и специально выбрали таким образом, что вот ее интервью – это ее напутствие, да, там 96-й год был, не помню, там где-то 80 какой-то год, да, и главное, опять-таки, там еще не только, как бы, да, Светлана Ефимовна, вот это продолжение того, что Светлана Ефимовна всегда заботилась о других, да, тут еще и звучат имена наших журналистов, Галины Нельбисовой, Аиды Шапошниковой, да, вот это тоже, я считаю, что дорогого стоит, так что все то, что вот прошло на том уровне, в котором мы хотели, те мероприятия, которые были задуманы, это вот действительно характер Светланы Ефимовны. Üçüge kihikeni hürdä üçüydik, onu terəhinnəxtik, tabıllan, beytitten taxsam baranihər. Ол күрдік болла. Онон барыгытыгар культурно-духовный сайды министерства натыттан улақан мақтал. Спасибо. Говорим друг другу благодарность за совместную работу. Вот Светлана Ефимовна вот действительно была вот таким человеком, и оно так и есть. Да, все это отразилось действительно, вот какая она, такой день прекрасный получился. Действительно, жизнь и деятельность Светланы Ефимовны – это пример бескорыстного служения своей родине, своему народу. И мне бы хотелось бы сейчас вот прочитать слова нашего, я бы, наверное, правильно скажу, великого поэта Семена Данилова, словами которого я хочу довести до вас, может быть, наказ Светланы Ефимовны. Я думаю, что эти слова совпадают. Где бы я ни был, с людьми был я вместе, праздным гостем я не был нигде. И тебе завещаю навеки, мудрость эта ясна и проста. Человека любив в человеке, человечность души высота. Действительно, это суть нашей Светланы Ефимовны. Она ценила, она любила каждого человека. Путь он хоть кем. Начиная, вот как пример вы привели, с постового там, пусть это будет техничка, пусть это будет рабочий, пусть это будет министр, и даже пускай это будет председатель правительства, она в каждом человеке видела именно человека. Это, я думаю, не каждому дано. Ну и сегодня хочу сказать о том, что то дело, которым занималась всю жизнь, которому отдавала всю себя Светлана Ефимовна, продолжается сегодня не только в детях, внуках, но и в нас во всех, кто помнит, кто уважает, кто ценит нашу дорогую Светлану Ефимовну. И от всех нас в заключение я хочу сказать о том, что мы вот в своей книге, первой книге, которую издали перед уходом Светланы Ефимовны Николаевой из этой жизни, «Свет души» Светланы Николаева, мы там вот написали о том, что наставник наш даже через много лет зажженный вами не погаснет свет, и он еще поможет не раз в делах продолжить вас. Мы любим и будем любить Светлану Ефимовну, и, конечно, сделаем все для того, чтобы Якутия всегда знала, ценила и помнила ее. И в заключение хочу выразить благодарность всем, кто сегодня принял участие во всех мероприятиях, которые были посвящены нашей дорогой Светлане Ефимовне. И, конечно же, эта память всегда сохранится и будет всегда радовать нас. И, конечно же, мы всегда будем помнить ее при любой, скажем, вот, при любых обстоятельствах, когда необходимо проявить самые высокие человеческие качества. Спасибо вам всем, здоровья, благополучия, и давайте всегда быть вместе. До следующих встреч!